Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какая возможность вам скоро выпадет, что по судьбе, какие шансы, возможности вам пошлют небеса. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, какой шанс, какие возможности пошлют мне небеса, что мне выпадет. И давайте посмотрим. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, прекрасная птица-лебедь вышла. Лебедь указывает на хорошее здоровье, на прибавление в семействе и на настоящую, неподдельную, искреннюю любовь. Это то, что будет вам даровано. Это то, что вам даже не даровано. Скорее, знаете, как обещано. У нас рисунок в самом основании. Это то, что будет происходить буквально в ближайшие дни в вашей жизни. С вами будет происходить. Я вижу, что вы долго жили как будто бы в каком-то блоке, либо ограничении. Как будто бы в клетке сидели, либо в какой-то теплице. Как жизнь мимо проходила. Вы как будто бы из-за окна наблюдали за миром, за людьми, которые живут, развиваются, любят, ругаются, создают семьи, веселятся. А вы как будто бы в вакууме и никак не могли пробить этот вакуум. Ситуация будет меняться, причем меняться в корне. Вы как будто бы набирали сил, вы как будто бы доходили до какой-то нужной кондиции. Вот теперь ваш час пришел. Вот теперь будут наблюдать за вами. Да, теперь у вас, знаете, как действительно событийная линейка вот такая вот широкая раскрывается. Кто у меня в отношениях сейчас? И отношения либо приелись, либо крайне тяжелые, даже такие невыносимые отношения. У вас новый этап. Да, вы можете мне не поверить, вы можете сейчас сказать: ой, не может быть, фу, не хочу. А на самом деле у вас новый этап с вашим мужчиной. Вам судьба уготовила либо какое-то дело на двоих, либо какую-то задачу на двоих, либо даже какой-то переезд. Вот серьезный глобальный переезд на двоих. Один человек не вытянет, а вот вдвоем совместный труд, как известно, он облагораживает. Вот и у вас идет такой совместный труд, такое совместное занятие, когда вы вопреки сложившейся традиции ругаться, бодаться и фыркать друг на друга, вы начнете сотрудничать, вы начнете договариваться, вы начнете заботиться, да, друг о друге. Новый этап идет, очень, кстати, светлый этап. У вас бы и раньше все так было, но кто-то мешал, очень сильно кто-то мешал. Вот знаете, мне показывают росточек, а ему бы расти, цвести, наливаться силой, созревать. Но какая-то гусеница, такая, знаете, мерзопакостная, постоянно лазила туда-сюда и объедала все росточки и цветочки. Кто-то мешал, конкретно вам мешали созданию уюта, тепла, любви, прогрессу вашей семьи. Мешали. Теперь эта гусеница уходит у нас влево. И ваш росточек прям под солнечными лучами начинает расти. Ваши отношения, они обновятся. Все хорошо будет в ваших отношениях. Вы знаете, пройдет совсем чуть-чуть времени, вы посмотрите на своего супруга, либо на свою супругу, если смотрят меня мужчины. Вы улыбнетесь и поблагодарите Боженьку, что вы не расстались, что вы были вместе, что вы выдержали все тяжелые испытания, которые вам выпали. Потому что ваше счастье именно конкретно с этим человеком, оно будет безграничным. Так, а для тех, у кого нет отношений, у кого
ну с этим беда. Либо, в принципе, мужчина не попадается, либо как порядочная женщина не попадается. Либо вы столько уже граблей на своем пути, вот прям как испробовали, да, столько шишек набили, что уже и не хочется. Вы, знаете, с подозрением смотрите на любого представителя противоположного пола и думаете: о, очередной, либо да, очередная, так, надо подальше держаться, а то опять будут вилы о бок. Вот такое состояние настроения. Либо, знаете, как еще может отыграться? Вот кто-то, девушка, особенно вот мне какая-то девушка идет, очень хорошенькая, ну прям такая милашечка, такая добрая, светленькая девочка. Я имею в виду душа светлая. Девочка, которая никак не может встретить своего мужчину. Вот те мужики, которые встречаются, там парни, мужики, они все какие-то вот то торчки, то какие-то вот там эротоманы, да, им бы только вот этим позаниматься, то какие-то безалаберные, то оно такое, знаете, там 35, оно говорит: ой, а я еще не созрел для семьи, не, мне еще гулять надо, да, вот такие вот мужчины. И она сидит бедненькая, смотрит на своих подружек, видит, что они там все замужние, там кто-то уже по несколько раз замужем побывал, там все с детками, она сидит и думает: боже, ну вот что делать, да, на любого соглашаться или все-таки дождаться? Вот, девчоночки, идет ваш мужчинка, тот, кто по судьбе, ваш парнишечка, настоящий. Не вот это весь брод, чепуха, вот это вот шелупень, а настоящий ваш мужчина. Он похож на вас. Он такой же, как и вы, сентиментальный, ранимый, добрый, открытый человек. Кстати, очень любит животных. Вот, идет он к вам, не переживайте, у вас такое интересное знакомство будет, вас, ну, как люди сведут, что ли, да, либо при участии людей, при помощи людей, в людном месте вы познакомитесь со своим мужчиной, вы друг друга узнаете. И вот вы познакомитесь, вы потом никогда не захотите расставаться, вот как приклеитесь друг к другу. Для девочек, кто с тяжелым опытом, и мужчин, кто с тяжелым опытом, ну, у вас тут идет такое знакомство героическое. Вот я называю такое героическим. Здесь вы в какой-то затруднительной ситуации, это может быть что угодно, начиная от всяких мелочей, заканчивая действительно какими-то вот серьезными вопросами. Вам человек поможет, подскажет, может быть, решит вашу проблему. В любом случае человек подает вам руку. Вот. И у вас это знакомство, оно не пойдет на вот любовной тематике, что ой, я ищу мужчину, либо о, интересная женщина, ну-ка познакомлюсь. Нет, здесь именно пойдет с какой-то помощи, с какого-то сотрудничества, с каких-то вот разговоров очень важных, деликатных, полезных. Вот так вы познакомитесь. Вам сейчас вот про любовь совсем не хочется думать. Не, ну, конечно, вы хотите любви там где-то глубоко-глубоко в душе, в сердце, но мозг блокирует, мозг всегда говорит: помни, как нам было плохо в прошлых отношениях. Нет, не надо повторять. А здесь, видите, как все сложится. Человек вам поможет, человек подскажет. Вот. И так вы с этим человечком и общаться начнете, и встречаться начнете, и дай бог и поженитесь, и все будет замечательно. У вас лебедь, видите, вот он красивый внутри сидит, вот так вот крылышки расправил, видите? Все будет, не переживайте, ваше время пришло. Это ситуация вот прям ну совсем ближайшего будущего. Так, а теперь хочу поговорить о тех, у кого проблемы со здоровьем. Либо есть, ну, либо как вы предчувствуете, да, плохо себя чувствуете, вы думаете: о, точно какая-нибудь там болячка на меня, какая-то хвороба напала. Смотрите, вот кто сейчас борется за себя, за свое здоровье. Ну, вам сам Боженька помогает. У вас, во-первых, очень сильный ангел-хранитель, а во-вторых, вас, ну, вот знаете, вас как будто бы, ну, как водят, да, либо будут водить, будут такие условия создавать, либо такие маршруты вам прокладывать, когда вы, ну, не ведая сами, ноги как сами вынесут, да, к хорошему доктору, к хорошему специалисту, за хорошим, я не знаю, там, лечением, за качественными препаратами. То есть вы вылечитесь, вы обязательно вылечитесь. Вот эта хворь, она, конечно, тяжелая. И да, тут бесспорно, так не должно быть, это ужасно. Но вы вылечитесь. Эта хворь на вас идет, как, знаете, простите, но я понимаю, что как будто это может сейчас травмировать, но тем не менее я скажу, она как насланная на вас идет. Насланная, понимаете? Кого-то прокляли, на кого-то порчу наводили, а кому-то, знаете, как пожелали, да? А на кого-то свое перекинули.
Вот что это идет. Это не природное, и это не то, чем вас, например, наказали высшие силы, да, либо там испытали. Да, часто высшие силы болезнями людей испытывают, либо лишениями испытывают. Не, вот это насланное идет. А то, что насланное, оно, понимаете, оно недолговечное. Это первый момент. Второй момент. С такой защитой, как у вас, вы с этим справитесь. Вы с этим справитесь, даже не переживайте. Тот, кто себя сейчас плохо чувствует, но еще нету каких-то подтвержденных диагнозов, не переживайте, уповайте на Боженьку, уповайте на своего ангела-хранителя и уповайте на свои внутренние ресурсы. Вы справитесь, вы справитесь. Бояться вам нечего. Вот. Так, мои хорошие. Так, идем дальше. Здесь вот возможности выходят у меня с работой связанные. Работа, дела, бизнес, какое-то занятие интересное. Вы очень деятельный человек, вы очень активный. Вот даже кто-то меня в пенсионном возрасте, да, вы уже вроде как на пенсии, но все равно вы хотите чем-то заниматься. Ну, так скажу, да, кто-то хочет заниматься, потому что денежек не хватает, а кто-то хочет заниматься, потому что душа требует, да. Устали вы как-то на месте сидеть, хочется жить полноценно. У меня вот тут человечек вышел, у человечка и одна рука занята, и вторая рука занята. Вы без работы не останетесь, без дела вы не останетесь. И у вас так еще интересно, одна рука у вас, ну как с лопатой идет, а во второй руке вы звезду держите. То есть правой рукой вы работаете, лопата у вас в правой руке, то есть ну, гребете под себя, а в левой руке у вас звезда. То есть это говорит о том, что ваша работа, она будет для вас комфортная, либо там ваши занятия. При этом по звезде, ну, здесь, знаете, как и удовольствие вы получаете моральное, и также вы получаете достойную награду. То есть как бы ваша мечта, она исполняется. Вот в плане того, чем я хочу заниматься, сколько я хочу получать там дохода, какой результат я хочу получать, ну и как я вижу свою вот реализацию. Это все исполняется. Вот здесь немножко попозже придет, попозже. Здесь у вас просто, знаете, ну время такое, обстоятельства, может быть, такие. Вокруг вас происходят какие-то волнения. Вот информационное поле, оно нестабильное. Люди как будто бы не знают, что будет ждать их завтра. Какие-то ходят слухи, сплетни. Там телевизор подогревает, накаливает всю эту обстановку. И поэтому не все как возможности открылись. Эти возможности, они начнут открываться, когда люди начнут понимать, что большинство той информации, которым говорят, она, ну, скажем так, и выеденного яйца не стоит. Она абсолютно пустая, и действительно это какое-то нагнетение идет. Вы, моя хорошая девушка, мужчина, вы будете улавливать эти изменения. Вы, кстати, вот заинтересовались в последнее время то ли политикой, то ли новостями. Вы как-то следите за ситуацией. И вы будете видеть, либо слышать то, чего не видят другие и не слышат другие. Вот как между строк будете читать. Если мы возьмем там текст написанный, между строк будете читать. Вы прям острую такую вот почувствуете тягу к какому-то делу, либо какую-то возможность вот разглядите и начнете этим заниматься. Вы еще кому-то будете говорить, то есть вы с собой еще какого-то человечка можете подтянуть. Но у того человечка, знаете, как, ну, как не стоит, да, интерес. А вы прям впрыгнете в этот вагончик, и я вам так скажу, машинистом станете. Вот кто особенно чувствует в себе порыв работать, то, скорее всего, свой бизнес будет, какое-то свое дело в руках. А те, кто в принципе ищет работу, да, на кого-то вы бы хотели работать, то да, вы вот прям или увидите, либо узнаете, да, какие-то вакансии, объявления, вы туда пойдете, и вас прям с руками оторвут. С руками, да, и прям произведете какой-то прям фурор даже, да, на своего работодателя. Это будет. Вы будете реализованы. Что мне лично очень нравится, так то, что вы получаете достойный результат от вашего труда. Вот это самое главное, на мой взгляд. Вы и при работе, и вам нравится то, что вы делаете, и вам нравится, сколько вы за это получаете. Это замечательно. Так.
Еще хочу сказать для тех, у кого есть соперница. Ну, тут соперница, ну, не так долго осталось. Она сейчас такая, знаете, активная, считает, что жизнь удалась, что я вот там всех победила, там самая крутая, ну, такая типа звезду поймала. Но она еще не знает, что песенка ее практически спета. Ну, тут буквально последний куплет остался. За вашей соперницей стоит тень. Эта тень может быть чем угодно. Может быть болезнью, может быть и несчастным случаем, а может быть и дальней дорогой. А у кого как отыграется, все-таки общая отсыпка. Тень это она мне не нравится, потому что такие тени обычно, ну, в фатальных случаях приходят, когда человеку, как говорится, пора. Вот за вашей соперницей такая тень стоит. Может быть, заслужила, может, заработала, может, на роду ей так написано. Вот. Поэтому не переживайте и не сокрушайтесь. Я вижу, кому-то очень тяжело, кто-то прям, ну, день и ночь думает об этой ситуации и, ну, навзрыд рыдает. Вот прям остановиться вы не можете, прям аж трясет вас. Не едите, не пьете, ну, как истощение уже даже какое-то в организме наступает. Прекратите этим заниматься, прекратите. Подумайте о том, что у вашей соперницы скоро не будет, а вы заплаканная. Да? Займитесь лучше тем, чтобы привести себя в порядок. Представьте, что вы принцесса и что вам нужно будет ехать на бал. Придумайте себе образ, поменяйте прическу, продумайте свой новый макияж, купите себе нечто такое, о чем давно мечтали, либо что вам очень нравилось, но вы себе не позволяли. Займитесь собой, приведите себя в порядок, мои хорошие. Соперницы вашей скоро не будет рядом, не будет в вашем поле. Ну, вот знаете, как самоликвидируется, или как там самоотвод взять, да? Была и нету. Я не вижу, чтобы у вас в будущем была соперница. Я вижу, что пальма, первенство у вас в руке. У вас, понимаете? Эта ситуация, она придет. Вы уже настрадались. Вернее так, вы уже свое отстрадали. Все, что вам высшие силы хотели там доказать, донести, вы уже все усвоили. Поэтому, мои хорошие, займитесь тем, чтобы себя привести в порядок. А сопернице не думайте. Не думайте, ничего ей не светит хорошего. Так, вот еще один момент, который очень важный, надо уточнить. Здесь у меня какой-то мужчина, который женщину зовет. Откуда-то издалека он ее зовет. Может быть, в интернете вы общаетесь, может быть, какое-то знакомство в интернете произошло, теперь мужчинка как вас к себе призывает, да? Что-то вам там обещает и говорит, а вы побаиваетесь этого мужчину, либо как не до конца, может, доверяете, и есть такое ощущение, да, что может быть что-то не так. Я так вам скажу, может быть, он и не идеальный, этот мужчина, но он простой, он адекватный, и он вас не обидит. Он вас не обидит. Вот у кого вопрос был. Для чего вы с этим мужчиной встретились? Ну, он должен вас чем-то поддержать, он должен что-то для вас сделать, либо, знаете, кому-то мужчина денег даст на решение ваших проблем, а кому-то мужчина сделает, там, я знаю, визу невесты. Вы поедете, другого встретите, за другого замуж пойдете. То есть, как он вас, благодаря ему, да, вы выезжаете из вашей страны, вот, из вашего там региона, например. То есть он идет в вашу жизнь для того, чтобы для вас что-то сделать. Не просто так, он вам должник идет. То есть из прошлых воплощений остался должен. Теперь вот таким образом он будет свой долг искупать. А у кого-то отыграется, что мужчина действительно, ну вот прям для жизни, вот вы встретитесь, там начнете вместе как-то там общаться, сожительствовать, поймете, что да,
Да, неплохой вариант, почему нет? А тем более он такой спокойный, да, если его там не драконить, то он вполне себе адекватный и спокойный человек. Так, есть очень важный момент еще про детей. Ведь вот кто-то за детей очень переживает. Я вот не могу понять, то ли не рядом с вами дети, то ли вы в принципе боитесь, что если дети выйдут в мир, то что-то плохое произойдет. Ну, и знаете как, от ошибок никто не застрахован. И вообще на своих ошибках мы всегда учимся, и это неоценимый опыт. Его нельзя подменить чужим опытом. Это, в принципе, априори невозможно. Пока на своей, как говорится, шкуре не почувствуешь, ты не поймешь. Вот. Вы, мамочка, конечно, мировая. Вы детей своих, ну вы в них растворяетесь. Я даже не знаю, это больше, чем любовь. Вы за любого, да, готовы, ну, и своих детей жизнь отдать, даже не задумываясь. Слишком вы как-то прям оберегаете своих детей. Подумайте с другой стороны, да, вы немножечко даже как лишаете их кислорода. Вот этими крепкими объятиями, когда вы их сжимаете, вы лишаете. Я не вижу ничего плохого, по крайней мере, вот то, что мне показывают, ну тут знак такой, да, послабь эти объятия, пусть твои дети живут так, как хотят, так, как видят, как представляют, а ты живи своей жизнью, потому что у вас своей жизни нет, ну, от слова совсем. Детьми жить, но это не вариант, это неправильно. Вы уж слишком как-то вошли в такую роль мамочки. Понимаю, что ваши дети самое дорогое, но тем не менее, дайте вашим детям немножко свободы и уделяйте время себе, это будет правильно. У вас какой-то редкий дар, либо какой-то редкий талант, который вы в себе все время гасите. Вот высшие силы говорят так: если будешь развивать свой дар либо свой талант, ну, озолотят, осыпят вас и деньгами, и благостями, и хорошим здоровьем. Вот все будет дано. Вот. А вы как-то межуетесь. Вы вроде как, ну и чувствуете в себе способности. А с другой стороны, вы говорите: ой, ну мне некогда, у меня дети, и я же мать, и прочее. Вот. Как сами себя немножко загнали. Ну, кстати, не только себя, но и детей немножко. Вот как, держу в руках ситуацию. Занимайтесь, девочки, занимайтесь собой. Ну и мужчины тоже. Может быть, вы мужчина такой, папаша, я же отец. Надо тут немножко по-другому подходить к ситуации. Так, и еще очень интересная возможность идет. Возможность то ли друзьями обзавестись, то ли какими-то приятелями. Как коллектив какой-то идет, небольшой, такая вот теплая дружная компания. Люди какие-то вот особенные, как просветленные, они не похожи на общую массу. Их что-то объединяет, такое светлое, доброе. Вы либо уже познакомились с этими людьми, либо в ближайшее время вы познакомитесь. Такое маленькое комьюнити, где вам будет хорошо, где вы будете чувствовать себя легко, вы будете понимать, что вот все люди вот бесперестрастные, там, никто вас не оценивает, там, как вы выглядите, во что вы одеты, насколько вы там умная. Какая-то легкость общения идет, очень хороший коллектив. Если позовут, не отказывайтесь. Не отказывайтесь, общайтесь с этими людьми. Вы как друг другу помогать будете, вы что-то вместе будете делать. Но скучно вам точно не будет. Вам будет очень хорошо, легко и весело. Это замечательно. Так, ну и напоследок. Здесь идет исполнение какой-то мечты вашей. Мечта, желание, просьба. Но это все то, что связано с материальным. Вот, про материальное. Вы хотели избавиться от долгов. Будет возможность. Будет шанс вам послан для того, чтобы покрыть свои долги, либо как-то вот разобраться с этой ситуацией. Может быть, там, добиться списания ваших долгов. Если вам нужна была какая-то сумма на покупку, например, каких-то важных для вас вещей, это все осуществится. Вот все ваши просьбы, желания, связанные с материальным,
они в ближайшее время будут осуществлены. Тут даже и думать не стоит. Именно на материальное дают. Деньги будут посланы, либо возможности будут посланы, чтобы там заработать, получить, реализовать, там, купить то, что вам нужно. И вот как ни странно, да, вот денежным мечтам, осуществлению, вернее, денежной мечты вы порадуетесь больше, чем за личное, вот честно. Хотя, в принципе, да, когда проблемы с деньгами, это же просто вот как хуже зубной боли. Осуществиться. Вот именно это вам будет и дано. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.